По статистике, в мире на 6 миллиардов жителей приходится 1 миллиард автомобилей. И Всемирный день без автомобиля – еще один повод сменить автомобиль на велосипед или вовсе пройтись пешком. А готовы ли жители нашей республики к такому шагу? Да, я слышал о такой акции. Конечно, это очень положительное такое мероприятие. Лично от себя могу сказать, что я сам могу обойтись без автомобиля день, два, три. Без автомобиля было бы, конечно, лучше и чище. Но это наша необходимость. Можно уйти один день, походить пешком, попробовать, что получится. Слышать я не слышал, но поддерживаю. Ну, я, по крайней мере, отношусь к этому лояльно, поскольку в любом случае ко всем относятся, ну, во всем мире, по крайней мере, люди занимаются этим. Я думаю, все должны быть солидарны к этому. Я не слышал, но это очень полезно, очень хорошо. Даже цены машины можно узнать день, два, три. Оставить дома, пешком походить, вот цены машины можно. И экологически чисто, конечно, можно. Машины – зло. Поскольку крупных промышленных объектов республики нет, то основным источником загрязнения воздуха в нашем регионе является не что иное, как автомобили. Из-за скопления выхлопных газов в атмосферном воздухе происходит разрушение озонового слоя, который, в свою очередь, служит таким защитным экраном для нашей планеты от солнечной радиации. Из-за разрушения озонового слоя на планете происходит глобальное потепление, которое мы с вами наблюдаем ежегодно, становится и в летнее время все жарче и жарче. Для привлечения внимания к защите окружающей среды жители многих городов мира ежегодно организовывают митинги и велопробеги. Все акции, проходящиеся в этот день, призваны напомнить о негативном влиянии автомобилей на окружающую среду и подтолкнуть людей к идее о необходимости пользоваться альтернативными способами передвижения, например, общественным автотранспортом, велосипедом или же ходить пешком. Сама традиция проводить день без автомобиля началась в Англии в 1997 году. Через год такое мероприятие прошло во Франции. Тогда этот день отметили всего около 20 городов. Зато уже к 2001 году к движению официально присоединились более 1000 мегаполисов в 35 странах мира. Безусловно, мы относимся очень положительно к такому дню, и хотелось бы, чтобы проводились больше таких акций, потому что отказ от автомобиля хотя бы на один день очень благотворно сказалось бы не только на окружающую среду, но и на здоровье людей, потому что без автомобилей люди бы чаще побывали бы на свежем воздухе. Если власти соревнуются между собой в организации праздничных мероприятий и различных программ, посвященных Дню без автомобиля, то жители городов получают прямой выигрыш. Не только возможность подышать чистым воздухом в относительной тишине без гула автотранспорта, но и погулять в безопасности по улицам, отвоеванным у машин.